Глава 2. Отец как священник. Я уже указывал, что цель служения Иисуса состоит в том, чтобы привести нас к Отцу. Иисус есть путь, но Отец – это цель. Приход к познанию Бога как Отца исполняет 3 характерных для человечества потребности, в которых оно имеет нужду и в наши дни. Потребность происхождения, потребность восстановления самодостоинства и обеспечения. Сейчас я намерен беседовать о земном отцовстве, так как вечный характер и природа Бога являются характером и природой Отца, то отсюда следует, что каждый отец в определенном смысле представляет в своем лице Бога. В некотором роде мы можем сказать, что отец, хороший отец, является наиболее богоподобным существом на земле. Мне вспоминается время, когда я много ездил от одного собрания к другому, с конференции на конференцию, проповедуя и беседуя с большими толпами людей и наблюдая в них открытость и интерес. Но в одном месте я услышал, как один человек сказал: «Специалист – это человек, находящийся вне дома с портфелем в руках». И это определение вонзилось в мое сердце, как стрела. Я подумал сам в себе, что это определение говорит обо мне. Я – человек, находящийся вне дома с портфелем в руках. Каждый считал меня специалистом в моей сфере, но фактически что происходит у меня дома? И Бог показал мне новый путь. Прежде всего я должен быть мужем и отцом, и только после этого я должен думать об успехе в других делах. Ведь быть успешным во всем другом и в то же время быть плохим отцом – это в глазах Божьих падение. И я глубоко верю, что это положение верно в нашей жизни и сегодня. Мужчины проявляют свой успех во многих областях в качестве президентов банков, в игре в гольф, как писатели, как артисты и даже, может быть, как христианские служители. Но часто они же безуспешны в роли отца. И я желаю вам сказать, что если вы терпите провал в должности отца, то никакой иной ваш успех не сможет стать на место успеха в области отцовства. В первом послании к Коринфянам 11:3 Павел говорит о взаимоотношениях между Богом и домом. Он говорит следующее: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, Христос глава мужу, а муж глава своей жене и всей своей семье. Поэтому в некотором смысле мужчина, муж, отец представляет Христа в своей семье. У него такое же отношение к его семье, какое отношение у Христа к нему. В связи с этим существовало 3 главных вида служения, которые предвечно связаны с Господом Иисусом Христом. Христос был священником, пророком и царем. Как священник, отец представляет свою семью Богу. Как пророк, отец представляет Бога своей семье. Как царь, отец управляет своей семьей от имени Бога. С этого момента я буду говорить об отце как священнике в своем доме. Отец представляет свою семью Богу в ходатайстве и в молитве. И я желаю заметить, что теперь его успех в других 2 служениях, пророк и царь, тесно связан с его успехом в качестве ходатая и священника. Если он успешен в ходатайстве, он будет наверняка так же успешным, как пророк и царь. Но если он не понимает и не практикует служение заступника для своей семьи, то ему будет чрезвычайно трудно быть пророком или царем в своей семье. Есть некоторые замечательные примеры отцовства в Библии, примеры отцов, которые были для своей семьи заступниками. Мы читаем в начале книги Иова о том, что Иов был совершенным и праведным человеком перед Богом. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Один раз в неделю все они собирались в доме одного из сыновей для общения и пиршества. Мы читаем, что Иов в конце каждой недели вставал рано и приносил Богу жертву от имени всех своих сыновей, говоря в своем сердце, что, может быть, его дети в чем-нибудь согрешили и неправы пред Богом. Жертвоприношения в Ветхом Завете в его терминологии всегда связаны со служением заступничества. Они отвечают служению заступнической молитвы за наших детей
в Новом Завете в Иисусе Христе. Каждый отец призван быть заступником для своих детей. Но давайте проследим историю Израиля и найдем в ней израильский народ, порабощенный в рабстве Египта под гнетом и притеснением. Бог предусмотрел освобождение через заклание пасхального агнца. Конечным пунктом, разделявшим Израиль от Египта, была Пасха. Эта Пасха обеспечила освобождение каждой израильской семье. Ангел-губитель входил в каждый египетский дом и поражал все первородное. Но по причине крови пасхального агнца ангел-губитель не имел права входить в израильские дома и уничтожать израильских первенцев. Каким же образом употреблялась эта кровь? Кто практически ее употреблял? В книге Исход 12:3 мы читаем: «Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Кто же отвечал за выбор агнца? Отец каждой семьи. Кто убивал пасхального агнца? Отец. Кто наносил иссопом кровь на косяки дверей и дверную перекладину? Тоже отец. Другими словами, отец осуществлял данное ему Богом служение священника в своей семье. Это его ответственностью было следить, чтобы Божий метод спасения был совершен эффективно и правильно в его доме. И насколько я правильно понимаю откровение Писания, никто другой в семье не мог исполнять работы отца. Если он выполнил свою функцию как священник, окропляя кровью косяки дверей, его семья была в безопасности. Но если он не делал этого, то никто другой не мог заменить его для спасения семьи. Я глубоко верю в то, что это касается и нас в наши дни, сегодня. Я считаю, что есть вещи в духовной области, которые отец должен сделать для своей семьи, которых не может сделать никто другой. У него должно быть священническое служение для своего дома, служение, которое Бог не поручил никому другому, обеспечение божественной защиты для своего дома. Я желаю указать на один выдающийся факт из области служения Иисуса Христа в Новом Завете. Этот факт я открыл из своего личного опыта. Иногда люди приходили ко мне, чтобы я помолился над их ребенком. В таких случаях я научился всегда спрашивать принесших до совершения молитвы следующее: «Являетесь ли вы родителями этого ребенка? Являетесь ли вы его отцом или матерью?» Иногда ответ звучал: «Нет, мы их соседи, родители не хотели прийти». Бог показал мне решительно, что я не имею основания в Писании молиться в последнем случае над таким ребенком. Изучая служение Иисуса, вы найдете, что Он никогда не служил в подобных случаях. Он молился над детьми на основании веры одного или двух родителей. Это ясно из истории об исцелении отрока, одержимого духом немым, описанного в Евангелии от Марка в 9 главе. Иисус сошел с горы Преображения и увидел эту сцену, в которой ученики Христа не могли изгнать немого духа, духа эпилепсии, из этого отрока. Тогда Христос начал говорить с отцом отрока. Он спросил его, как долго страдает его сын от этой болезни. Ответ был: с детства. Затем он продолжал: «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Однажды меня осенило понимание того, что Иисус возлагал на Отца ответственность веровать для своего Сына. Сын в силу своих условий, очевидно, не мог сам достаточно проявлять веру, однако, во всяком случае, Иисус не требовал проявления веры от Сына. Он требовал веры от Отца. Я считаю, что в этом заключается ответственность родителей – проявлять веру в заступнической молитве за своих детей и приводить их к Богу через Иисуса Христа. Вы сами можете просмотреть все Писание, и вы нигде не найдете, чтобы Иисус помог какому-либо ребенку, пока, по меньшей мере, один из родителей
не проявлял веру ради своего дитя. Он не мог идти против таких глубоко укрепившихся принципов Бога. Наконец, посмотрим Деяния 16 главу 31 стих, где мы найдем историю темничного стража в Филиппах. Павел и Сила были заключены в темницу, и Бог, вмешавшись, устроил землетрясение. Все двери тюрьмы открылись, и оковы узников освободились. Тюремный страж вбежал в темницу и спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» В стихе 31 сказано: «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Обратите внимание, что тюремному стражу, как отцу в своем доме, была дана Богом привилегия проявления веры для спасения всех своих домочадцев. Увы, много раз, цитируя Писание, мы упускаем эти три последних слова: «весь дом твой».